Дорогой сын, ты родился очень маленьким. Ты стал ребенком-сюрпризом. 2 месяца мы не спали с мамой твоей. Я читал лекции, пока мы боролись с твоими коликами. А потом ты улыбнулся мне, когда тебе было 2 месяца и 7 дней. С тех пор я жил ради этой улыбки. Эта улыбка подала мне самый лучший урок в жизни. Моя первая профессия в жизни — быть хорошим отцом. Как и все хорошие отцы, я на все пойду ради ребенка. Что бы ни было, сынок, ради тебя я буду жить. Поверните их. Где мои деньги? Сулейман, мы послушали черта. Если бы не оказались в беде, то не поступили бы так. Мы вернем деньги, обещаю. Помолчи! Последний раз спрашиваю, где мои деньги. Я верну твои деньги. Через 3 месяца в 2 раза больше тебе верну. Если убьешь нас, нанесешь себе ущерб. Мы продали твои квартиры по низкой цене. Ты в убытке минимум на 20 миллионов. Мудрее, брат. Что будет, если убьешь нас? Господин Сулейман, наша смерть стоит 20 миллионов? Нет. Дай мне шанс. Если я не верну тебе деньги, тогда убьешь нас. Так? Убейте. Эй, что ты делаешь? Минутку, минутку, минутку. Беги! Беги, беги, давай! Поверните! Посвети ближе туда. Как ты? Не говори. Неправильно скажешь, не говори. Я была вынуждена так поступить. Только я поняла, что беременна. У Эгемена случились проблемы. А потом он и вовсе исчез. Если бы папа узнал, он бы убил меня. У меня не было другого выхода, ты понимаешь? Повышенная. Я почище чеснок. Как ты могла смотреть нам в глаза? Столько времени. Ладно, мы. Как ты смотрела в глаза Ирфану? Если человек вынужден, он сделает все. Годами, ты годами выносила мне мозг, что влюблена в Ирфана. Как ты спала с Эгеменом? Когда? Ты что, с ума сошла? Замолчи! Денис в комнате, он все услышит, ты понимаешь? Как ты могла поступить так с Ирфаном? Что будет, когда он узнает? Да весь мир обрушится на его голову! Он будет убит, сестра! Он никогда не узнает, ты поняла? Не узнает. Ты что же думаешь, я промолчу о таком? Ты с ума сошла? С ума сошла? Ты всем испортишь жизнь, понимаешь? Если мама узнает, ее хватит удар. В нашей семье не может быть такого! Я уже пожалела, что сказала тебе, понимаешь? Ты не жалеешь о том, что натворила. Но жалеешь, что сказала мне? Что теперь будет? Ты забудешь о том, что услышала. Ты поняла? Забуду? Да! Нет. Хватит. Я не смогу выдержать такого. Что теперь это значит? Что значит? Что ты не сможешь выдержать, сестра? Слушай, не смей, не смей. Пусти. Послушай, сестра. Не смей. Не смей. К тому же, разве ты сама чистенькая? Ты никому не врешь? Ты о чем? Не смей. Я сказала, не смей. Ты поняла? Иначе обо всех твоих косяках узнает твой муж. Ты меня поняла?
Ялчин, потеряйся. Беги, 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 беги! Как ты можешь такое говорить? Как ты можешь так опуститься? А что это ложь? Ты сделала аборт в 4 месяца. И я хотя бы соврала, чтобы мой сын жил, а не как ты, чтобы убить его. Ты поняла? Я каждый день расплачиваюсь за свои грехи. Я вспоминаю каждый раз, когда слышу детские голоса. А твое наказание получает ни в чем не повинный ребенок. Не смей. Не смей вмешивать болезнь моего ребенка в это дело, ты меня поняла? Не смей! Тогда и ты не приходи, испытывая угрызение совести. Аллах! Аллах, узри же это! Такие, как ты, становятся матерями, а у меня нет детей. Денис расплачивается за твои грехи. Хорошо. Куда ты уходишь? Денис! Что ты делаешь? Успокойся, ребенок спит. Проблема в том, что я пришла к тебе. Уйди с дороги. Куда ты пошла на ночь глядя с больным ребенком? Что такое? В чем проблема? На вас поступила жалоба. Давай же, брат, давай, давай. Брат, полиция приехала. Если сейчас сбежим, то сбежим. Дай руку. Пошли. Усман Текир был убит. Ваш охранник. Пускай земля будет пухом. Но при чем тут я? Таков приказ. Вы проедете с нами до участка. Поехали. Здравствуйте, хочу доложить об одном убийстве. Мы чуть не умерли. Мы чуть не умерли. Разве можно лить бетон на человека? Должна быть похоронная процессия, вату надо заткнуть. Над нами бы поставили торговый центр вместо надгробного камня. Не зли меня. Что ты прицепился к этой вате? Мы чуть не сдохли. Сейчас силикон делают. Льют бетон. Да еще и стреляют. Вы разве люди? Машина едет. У тебя остались деньги? Нет. У меня испортилась прическа. Человечность умерла. Я не могу засунуть пальцы в рот, чтобы свистнуть. Это же Чакмекий. Как мы вернемся? Мама! Слушай, сынок,
Что случилось? У тебя голова болит? Ты в порядке? Спать хочу. Знаю. Знаю, сынок, знаю. Иди сядем сюда. Где же ты, Ирфан? Где ты? Потерпи еще немного, ладно? Скоро твой папа приедет и заберет нас. Ладно? Брат, она 48 раз звонила. Дай бог, ничего не случилось. Это? Ирфан, где ты? Кажется, зарядка села. Давай, выезжай, чтобы девушка не беспокоилась. Будь осторожен. Ты тоже будь. Давай. Я тебя ненавижу, Эгимен! Я тебя ненавижу! В этой жизни я была единственным человеком, который дал тебе шанс. Единственным! Ты сказал, что у тебя нет дома, я дала тебе жилье. Ты сказал, что у тебя нет работы, я пошла и поговорила с Сулейманом. И это твоя благодарность? Ты самый большой мошенник, которого я видела в этой жизни. Тип, который не стоит и 5 копеек. Скажи мне что-то, чего я не знаю. Ладно, ты так поступил с семьей, поступил со мной. Как ты мог поступить так с Ирфаном? Как ты втянул его в эту грязь? Пусть Бог тебя накажет, Эгимен. Что он еще мне даст? Вы чуть не умерли, идиоты! Если бы я не позвонила в полицию, Сулейман бы убил вас обоих! Дурак! Что? Это ты позвонила в полицию? Ты Ирфана! Ирфана, как ты втянул его в эту грязь? Что сделал? Что сказал? Как обманул? Сын Ирфана болен. Если не сделать операцию, то он умрет. Безвыходность, понимаешь? Что ты говоришь? Знаю. Он работает в нашей охране. Верно. Мы получили донесение об убийстве. Это вы убили человека. Вот как? Надо же, вы обвиняете меня по телефонному звонку? Что ты хочешь этим сказать? Семья не может связаться с человеком. Вчера он оставил жене 50 тысяч лир. Все-таки он охранник. Откуда он возьмет такие деньги? Только если он украл их у вас. Нет, никто у меня ничего не крал. К тому же, я что, убью человека из-за 50 тысяч лир? Брат, посмотри, кто сидит перед тобой, и говори, исходя из этого. Мы не можем ничего сделать, пока нет трупа. Ладно, под этим предлогом мы увидели его поближе. Теперь мы будем встречаться чаще. Как ты сделала так, что Сулеймана забрали? Убийство. Охранник, который помог вам, его видел Сулейман. Хакан его убил на парковке. Почему тогда забрали Сулеймана? Я сказала, что это он сделал.
Что будет, если он узнает об этом? Что поделать, Эгимен? Если бы не позвонила, вы бы умерли. Было бы лучше. Я сообщила и потом выключила телефон. Если бы ты не успела, то закатали бы нас в бетон. Спасибо. Скоро посадят нас. Может, тебе в последний раз поговорить с Сулейманом? О чем я буду говорить, Эгимен? О чем ты говоришь вообще? О чем я буду с ним говорить? Ты понимаешь, в какие неприятности втянул? Хватит, Элей. Ты в любом случае права. Что было, то прошло. Но если ты не поможешь, нас убьют. Подумай об Ирфане. Сделай последнюю услугу. Поговори с Сулейманом. Что ты говоришь? Какую услугу? Какую услугу, Эгимен? Ради бога, иди отсюда! Уходи прочь! Забери свои шмотки и уходи прочь! Сделай хоть раз что-то правильное! Держись подальше от Ирфана! Сулеймана задержали за преступление. Какое преступление? Убил охранника. Но не Сулейман, его сын Хакан сделал. В эту ночь нам повезло. У него свои проблемы. Но главное, что мы будем делать завтра? Где ты остановишься? Я найду, где переночевать, не беспокойся. Вы будьте осторожны. Пока. От наших ребят узнал. Хакан убил. Эда ушла. И Дениза забрала. Я пыталась ее остановить, но не смогла. Как это? Что-то случилось? Что случилось в такое-то время? Она мне сказала. Проснись, сынок, проснись. Вставай, дорогой. Твой папа приехал. Идем. Где ты был? Я 1000 раз звонил. А ты что делаешь на улице с ребенком в такой час? Мы уходим. Ты принес деньги? Идем, сынок. Пошли, мой хороший, пошли. Эгимен забрал, да? Я знала. Да накажет его Бог. Я знала. Все не так, как ты думаешь. Эгимен принес деньги. Садись, сынок. Потеряли. Это как потеряли? По дороге объясню, сынок. Пристегни ремень. Ирфан, как вы Садись, потеряли все деньги? расскажу. Я сойду с ума. Что, черт возьми, мы будем делать с Денизом? Расскажу. Пожалуйста, садись в машину. Сестра? Зачем пришел? И правда. Не пригласишь внутрь? Как дела?
Отойди. Что происходит? Где этот болван? Что Где? ты делаешь? Иди сюда! Что случилось? Не вмешивайся. Что ты делаешь? Ах ты бесхарактерный. Мне что, плюнуть тебе в лицо? Что ты натворил? Сулейман! Сулейман, что ты делаешь? Ты с ума сошел? Смотри сюда, Кудрет, выйди. Ты сошел с ума! Выходи. Мама, Кудрет, выходи, я тебе сказал. Иди наверх. Хорошо, хорошо, ухожу. Божье наказание. Черт. И вляпался. И все испортил. Человек нас выдал. Стал причиной наших потерь. Черт. Ты что ли должен его наказывать? Где человек? Что ты с ним сделал? Я не знаю, поручил ребятам. Сказал им, чтобы уладили. Хватит, черт. Заткнись. Опять ты впутываешься в неприятности. Боже мой. Хорошо, что навестил тебя. Как мои племянники, как у Альпера с работой. Поздно ночью пришел, чтобы поговорить? Год прошел, год. Если пришел ко мне, значит, что-то понадобилось. Скажу сразу, денег у меня нет. Какие деньги, сестра? У меня дома проблемы. Подумал, ты разрешишь остаться у тебя на ночь. А почему так думал? Ты не можешь остаться. Зять скоро придет. Будь осторожным, у него может подняться давление. Зять прав. От тебя только одни беды. Хорошо, сестра, я не должен был приходить. Но ты же знаешь, когда человеку плохо, он хочет к родным. Ты мне прямо как мама. Поэтому, когда что-то случается, я прихожу к тебе. Я тебя сильно любила, Эгимен. Чтобы папа не бил тебя, я защищала тебя. Пощечину я получала. Сестра, забудь. Все кончено. Кончено. Мое терпение лопнуло. Ты не можешь остаться в этом доме. А теперь у меня не осталось ни любви, ни денег, ни терпения, которое я могу тебе дать. Это конец. Не убирай, я буду есть, оставь суп. Давай, сынок. Ты иди спи. Вот это суп. Вот тебе. Подавись этим супом. Что ты хочешь от Хакана, а? Он столько лет крутится, вертится, только чтобы тебе угодить. Ты не постыдился дать пощечину взрослому человеку. Не суй свой нос в дела, в которых не понимаешь, Кудрет. Стало бы человеком, обращались бы как к человеку. Ладно, скажи мне, чтобы я знала, что он сделал. Опять начал заикаться? Такой ты отец? Пойдем. Что ты делаешь, Кудрет? Пойдем, иди сюда, божье наказание, смотри. Они столько лет вдали от дома. В любом доме дети живут вместе с родителями. Я родила 3 дочерей. Никто не остался рядом. Они поскорее вышли замуж, только чтобы уйти отсюда. У тебя остался только один сын, один. Один лишь сын. Ты хочешь, чтобы и он ушел? Хватит уже, Сулейман. Будь отцом. Возьмись за своего ребенка. Завтра он пойдет с тобой в компанию и возьмется за какое-нибудь дело. Замолчи, Кудрет, не вмешивайся в мои дела. Столько лет я молчала, не жаловалась о твоих левых делах. Не смог быть мужем? Хотя бы будь отцом.
Прошло 7 лет. Я разве не спрошу, к чему идут эти отношения? Приведут в прекрасное место, любимая. На цветочные луга. Стой, не открывай. Не открывай, не открывай. Хочешь сказать, они могут прийти и сюда? Все равно нужно быть бдительными. Господи, сохрани мой разум. Проблемы так по горло, только этого еще нам не хватало. Ирфан, что мы будем делать? Будем жить в темноте, как мыши в норе? А вдруг Денизу станет плохо, вдруг нам придется в больницу? Эгомен, где ты? Отправь местоположение, я приду. Что такое, брат? Будем идти напролом. Не выходите из дома. Вернусь через пару часов. Отправились в дом. Дизайнер сказал, до завтра закончат. Установит все, что ты выбрала. Не затягивай надолго, переезжай на этой неделе. Зачем торопиться, Сулейман? Сначала пусть Нихир выйдет из больницы. Потом посмотрим. Что посмотрим? Чего ты добиваешься? Не хочешь быть рядом? Я разве так сказала? В последнее время столько всего произошло, что я не могу собраться, Сулейман. С другой стороны, я об Эгемене думаю. Это ведь я вас познакомила. Он мой давний друг. Кажется, что все из-за меня. Забудь. Не думай об этом. Я прекрасно знаю, как сведу с ним счеты. Что это значит? Что это значит, Сулейман, можешь сказать? Я узнала тебя как добродушного и уважительного бизнесмена. Прошу, больше не удивляй меня, пожалуйста. Иляй, это не то, что ты можешь понять. Если бы дело было только в деньгах, то я бы закрыл глаза. Репутация дороже денег. Если один раз закрыть глаза на оплошность, все станут смелыми, и ты потеряешь все могущество. Я знаю, что я с ними сделаю. До свидания, дорогая. Увидимся.
Я злюсь на себя так же, как на Хакана. Я не смог сделать из него человека. Он сегодня придет в офис. Пускай займется чем-нибудь и не филонит. Так, а что там с жалобой? Он заговорил? Нет. Он клянется, что это не он сделал. Это дело должно быть закрыто. Не тяните до вечера, уладьте это дело чисто. Этот подонок скорее должен быть найден. Хорошо, господин Сулейман. Ты что, псих? Куда ты заходишь в здание? Ты с ума сошел? Да, сошел с ума. Нам нужно найти деньги. Но что ты будешь делать? Я найду видео убийства с камер. Что? Я найду видео с убийством. Ладно, ты впусти его, а я решу твою проблему. Хорошо, брат. Спасибо, спасибо. Он идет. Он ждет. Охрана на втором этаже. Да поможет тебе Аллах. Проще, конечно, спуститься с этой стороны. Конечно, он это сделает. Конечно, у него получится. Алло? Я тебе позже перезвоню. Эгимен, не вешай трубку. Сулейман ищет вас. Ты хочешь спасти свою жизнь? Доброе утро. Доброе утро. Я позавтракала, но купила тебе по ачу. Конечно, я немного поела с краю. Ой, спасибо большое, я не успела купить. Кое-что скажу, мне кажется, господин Сулейман передаст мне дела. Тебе станет легче. Дай бог. Что случилось? Утром пришло много адвокатов. Что такое? Это связано с продажей домов? Я ничего не знаю. В это время я была так занята, что не могла ни за чем следить. Перед презентацией дома уже начали продаваться. Что-то такое в этом роде. Когда ты мне передашь дела? Давай сделаем так. Сразу. Вот и передала. Ты сначала изучи все эти документы. Организуй все встречи агентства и принимай звонки господина Сулеймана. Запиши себе, что в особенные дни госпоже Иляй необходимо отправлять цветы. Это очень важно, не смей забывать. Это его жена, госпожа Иляй? Нет, ты что, какая жена? Почему он должен посылать цветы жене? Ну это... Ты понимаешь. Хорошо, а с кем господин Сулейман очень долго работает? То есть, например, кто такой господин Ирфан? Ирфан? Не помню, кто же это был. Помнишь, в тот день, когда я пришла? Он передо мной зашел. Интересная такая личность, симпатичный мужчина.
Добро пожаловать, господин Сулейман. Доброе утро. Он сейчас попросит свой кофе слегка сладкий. Стой, стой, я сейчас принесу. Я сама. Хорошо, положи трубку. Господин Сулейман, пришла госпожа Кудрет. Они смотрят с господином Хаканом резиденцию. Он сведет меня с ума. Отойди. Что он собрался делать, посмотрев резиденцию? Что нужно этой женщине? Что происходит? Не знаю. Попроси это подписать господина Сулеймана срочно. Резиденция это вот это? Да, забей, финансовый директор всегда говорит, что у него все срочно. Ты подпиши, когда он придет. Дверь открывается. Как раз подходит для господина Хакана. Очень модно. 1+1, но очень свободно. Мне не понравилось. Нам не подойдет. Очень маленькая. Мне хватит, и даже с лихвой. Сынок, если я сказала, то так оно и есть. Столько квартир вокруг. Что ты будешь ютиться здесь? Ты покажи нам квартиры побольше. И пусть будет самое красивое место. Конечно, госпожа. Прошу. Пойдем, сынок. Куда ты идешь, брат? Внизу нет ничего, наша работа тут, пошли. Работа должна быть закончена до вечера, не расслабляйтесь. А ты повесь на стены лампы, а потом повесишь люстру. Вот это наша драгоценность. Вот. Так, свободно. Ого! Сколько комнат? 5 штук. Очень хорошо. И комнаты просторные. Очень хорошо. Только эти обои и эти лампы такие мрачные. Ради бога, кто их выбирает? Мама, оставь, красиво же. Лучше совсем не вешай их, оставь, все равно поменяют. Аксессуары и прочее мы тут сами разместим. Это что? Кудрет! Что вы здесь делаете? Смотрим квартиру для Хакана. Эта квартира продана. Посмотрите в другом месте. Откуда взялись эти поиски квартиры для Хакана? Чья это квартира? Кудрет, не затягивай, у меня есть дела. Моя султанша. Любимая, живи с радостью, Сулейман. Ты отдал квартиру своей любовнице? Если Сулейман вас поймает, он утопит вас в ложке воды, а ты забрался к нему под нос. Сдурел, Эгимен? Нет, правда. Нет, это мы поняли. Если бы у тебя был ум,
Ты бы привел Ирфана не к Сулейману, а ко мне. Ты бы правда сделала? Я думал, что ты злишься на Ирфана, потому что как только расстался с тобой, он женился и завел ребенка. Это одно, а то другое. Разве ты не сказал, что у него ребенок болен? Не сказал, что у него нет надежды? Эгимен, чего ты добиваешься? Скажи мне это. Ты создаешь проблемы Ирфану из воздуха. Я не создавал ему проблему. Он попросил денег, и я стал посредником, вот и все. Тогда я скажу, Эгимен. У вас проблемы, ясно? Если он вас поймает, он убьет обоих. Скажи мне, где Ирфан, я поговорю с ним. Если Сулейман узнает, он не будет слушать про бывшую невесту и тебя застрелит. Где Ирфан, Эгимен? Прямо вот тут, под носом у Сулеймана. Ты спишь с бабами и раздаешь им квартиры, да, Сулейман? Кудрет, выйди отсюда, тут не место, потом поговорим. Нет, мы сейчас поговорим. Что это за женщина такая? Раз она будет жить в этой квартире. Я что, буду давать тебе отчет? Квартиры мои, кому хочу, тому и дам. Ты будешь давать мне отчет, чьи квартиры? Да, ты будешь давать мне отчет. Если бы не мой отец, ты бы все еще находился в том дерьмовом месте. Божье наказание. Держи! Кудрет, знай свое место. Я знаю свое место, Сулейман. Это ты должен знать свое место. Раздавай им деньги. Ну что значит дорожить? Послушай меня. Выйдите отсюда все, выполняйте, давайте. Выходите. Господин Ирфан? Господин Ирфан? Ты не можешь вмешиваться в мои дела. Что значит не могу вмешиваться? Прекрасно Будет вмешиваюсь. так, как скажу я. Не вздумай шуметь, не вздумай. Он поселяет в квартиру не сына, а каких-то баб. Ты поняла? Помолчи, пожалуйста, помолчи. Не шевелись. Квартиры мои, кому хочу, тому и дам. Там поселится Хакан. Что значит Хакан поселится? Пускай сидит, где сидел. Конечно, твой сын пусть сидит, где сидел, а ты сюда таскай всяких. Да я тебе. Проходи. Это твое отцовство. Ты спасла мне жизнь. От кого прячешься? От господина Сулеймана? Я неплохой, правда. Я пытаюсь выпутаться из проблемы, в которой замешан. Если вы неплохой, почему убегаете? Пожалуйста, тише. Послушай, назови мне только одну причину, чтобы я поверила тебе. Не могу, правда. Но это дело жизни и смерти. Поверь мне, это так. Я не заставлю тебя ничего делать. Веди себя так, как говорит тебе душа. Господин Хакан, у меня есть дела, потом увидимся. Айше! Что ты тут делаешь? Ищу господина Сулеймана. Я его ассистент. Почему мы не поехали в Америку, мама? Произошла одна неприятность, сынок. Но твой папа уладит, потом поедем, ладно? Что это такое, сынок? Моя головная боль. Как будто
Там нужно что-то еще. Я могу нарисовать? Смотри. Мама. И папа. Вот так ловят твоего монстра, ладно? И прогоняют его, чтобы он больше никогда не приходил к их ребенку. Я не смогла нарисовать так же красиво, но получилось? Получилось. Мама и папа сделают все для блага своих детей. Они защитят их от самых плохих монстров, ты знаешь? Давай теперь другой рисунок нарисуем. Например, выйдем в путешествие по местам, где самые зеленые деревья и прозрачные реки. Мама, папа и ты все вместе. Ну как, привыкла к делам? Теперь мы вместе. Отец уладил. Сказал, давай, возьмись за работу, я сегодня начинаю. Поздравляю. А чем до этого занимались? Было свое дело. Армию и все такое отложил. Отец настоял, чтобы я встал на должность. Еще раз поздравляю. 12-й этаж. Братец, у меня здесь небольшая пыльная работа, тебе нужно выйти. Мне не давали такой информации. Почему не давали? Мне нужно здесь сверлить, разобраться с проводкой. Нет, к сожалению, не могу. Я тебе говорю, если поймает, убьет! Какой ты идиот! У меня разве был другой шанс? Эгимен, отпусти! Иляй! Иляй, не глупи. Если ты пойдешь туда, то собственноручно выдашь Ирфана Сулейману. Да накажет тебя Господь, Эгимен! Ирфан как-нибудь выйдет оттуда. Ирфан разберется. Мне нужно поговорить с Ирфаном! Послушай, все и так очень запутанно, прошу, я не хочу еще и с тобой возить. Я не могу его там оставить одного! Мне нужно помочь! Ирфан выйдет, я сведу вас. Иляй! Давай, давай.
Эта женщина там не будет находиться, вот и все. Кудрет. Не трогай меня, занимайся своими делами. Обессилевший волк становится посмешищем для собак, значит. И ты, не постыдившись внуков, поселишь там свою любовницу? Сулейман, если эта стерва там засядет, тебе не поздоровится. Слушай сюда, Кудрет. Если ты еще раз ее так назовешь, не посмотрю на возраст, будет плохо. Понятно тебе? И что сделаешь, а? Что ты сделаешь? Ну тебя. Что ты сделала? Выдала на подпись? А, это... Я не нашла. Заводи, заводи. Что такое? Он забрал. Скопировал все, что нашел. Ты что за... Он... Ирфан, он тебя ищет, а ты у него перед носом. На что ты еще способен, Ирфан? Кто-нибудь видел? Нет, не видел, наверное. Боже, профессор. Входи. Господин Сулейман, не могли бы подписать? Подготовь соседний кабинет, дочка. Отныне господин Хакан будет работать с нами. Конечно. Мой кабинет к тебе близко? Да, но я работаю с вашим отцом. Мне тоже нужен ассистент, ты не можешь? Можете подать объявление, в крайнем случае обратимся в компанию. Передай господину Сулейману, что пришел комиссар Седат. Sizin güvenliğin cesedi bulundu. Выброшен в котлован будущего здания, разбита голова. Его засунули в мешок. У него были враги? Вы вчера вечером спрашивали, я сказал, что не знаю. У меня здесь работают 1000 людей. Вы будете возлагать на нас ответственность за все происходящее с каждым из них? Не так ли? В школе. Мы прогуливали школу и приходили сюда играть в футбол. Здесь был пустырь. А вы еще до начала прошлого года обустроили автосалоны. А теперь стали королями недвижимости. В прошлом году приобрели. Слава богу, все хорошо пошло. Машаллах. Господин Сулейман, что-нибудь выпьете? Если есть, я возьму латте. Дочка, принеси в бумажном стаканчике. Комиссар возьмет с собой. Больше не о чем говорить, не так ли? Уже началась продажа жилья? Нет. Правда? Боже мой. Я слышал, что началась. Это личная купля-продажа, документы еще не переданы. Кто занимается продажей? Наши ребята. Не один человек.
Агаман, мы здесь посмотрим? Нельзя, здесь очень людно. Все нормально, давай в другое место. Поедем ко мне, там можно, давай. Здесь надежное место, хозяин мой друг. Агаман, нельзя. Брат Агаман. Джанкуш, как дела? Хорошо, брат, как сам? Брат, я благодарен тебе, ты отправил нас в хорошее место. Спасибо. Как раз отблагодаришь, давай. Давай сюда. Нельзя. Дай же. Давай. Держи, посмотри это. Хорошо, брат, немедленно. Внутри в комнате. Посмотрим, брат. Ступай. Начальник. Слушаю. Где? Вы уверены? Хорошо. С вами у нас больше ничего не осталось, господин Сулейман. Убийца охранника найден. Перед тем, как выстрелить себе в голову, он оставил записку. Он признался во всем. Да? Хорошо. Всего доброго. Дело улажено, не так ли, господин Сулейман? Дело закрыто. Но полиция услышала о деле по продаже домов. Этот тип все время спрашивал. Если они зацепятся за это, то дело коснется Хакана. Делай, что хочешь, но найди мне Гемена и Ирфана. Ты понял? Они создадут нам проблем. Хорошо, господин Сулейман. Давай, мотай это. Дай взглянуть. Мотай, мотай. Нам бы не упустить чего. Тут ничего нет. Кто это? Брат, что ты делаешь? Прости, брат. Джанкуш, дай салфетку. Уже несу. Блин, я весь промок. Прости. Что ты делаешь? Следи за своими руками. Слушай, да, все в порядке? Все хорошо, ничего не случилось. Где ты с самого утра? У тебя телефон выключен. Да, у меня есть дела. Скоро приду. Не выходите из дома. Ирфан, что за дела? Я тут переживаю. Да, я вешаю трубку, все. Вот, пришел. Пошли. Брат, что он делает? Брат, он умер. Ну все, хватит. Я выключаю это. Агаман, давай закончим это дело. Пошли. Хорошо. Кто там? Папа пришел? Нет, сынок, это не папа. А сейчас иди в комнату и не выходи оттуда, ладно? Ну, иди, иди. Иди. Госпожа, мы ищем господина Ирфана по важному делу. Откройте. Ирфана нет. Ну послушайте, нам нужно оставить документы, вы должны подписать, иначе мы не сможем оставить. Это очень важно.
Там люди с оружием, давай отправим сообщение с видео. Что видео с его сыном у нас в руках? Нельзя делать это сообщением, я должен встретиться с ним. Я не могу прятаться как мышь. Я должен показать ему, что не боюсь его. Ты не боишься? До смерти боюсь. Но я должен сделать. Да, у меня дела, я тебе перезвоню. Ирфан! Ирфан, послушай! Кто-то пришел. Они дома просят тебя. Что? Господин Ирфан. Алло. Кто ты, брат? Мы дома, ждем тебя. Что вы делаете у меня дома? Уходите оттуда! Твоя жена и ребенок сейчас в полном порядке. Но если ты скорее приедешь, то будет еще лучше. Выйди оттуда! Послушай меня, я сейчас стою перед офисом. Я стою перед офисом Сулеймана, твоего босса. Жди звонка от Сулеймана, ты меня понял? Эй, куда ты? Я ухожу. А что будет с Эдой? Брат, как мы спасем, не показав этого? Я что, словами их должен убедить? Господин. Господин! Стой, куда ты идешь? Отпусти. Минутку, минутку. Держите его. Держите его. Вы не можете войти. Держите его. Господин. Господин. Выйдите вон. Стойте, что происходит? Минуту. Стойте! Минуту, стойте. Эй, стой. Вы должны меня выслушать. Что такое? Хорошо, ты можешь выйти. Вы должны это посмотреть. Ваш сын взамен моего сына. А теперь звоните своим людям, пускай убираются из моего дома. А иначе сыну конец. Ты меня этим шантажируешь? Хорошо, иди и отдай это в полицию. Он отсидит всего несколько лет. Ну, конечно, если сможет доехать до участка. То есть ты не пожалеешь своего сына? Но это видео посмотрит не только полиция, но и вся Турция. Подумай об этом хорошо. И твоя репутация, которой ты дорожишь, опустится ниже плинтуса. Ты оставишь меня в покое, а я заплачу тебе свой долг. Я дам тебе шанс. Если ты не принесешь мне 20 миллионов, то я прикончу тебя. И твою семью, и своего сына, и свою репутацию. Знай это. Да. Они ушли. Ушли, эти люди ушли. Хорошо, все позади. Будь ты проклят! Будь ты проклят! Ты Ирфана втянул. Все из-за тебя! Это все из-за тебя! Он сказал, что найдет деньги. Он сказал, что найдет деньги. Понимаешь, он сказал, что найдет деньги. Ты втянул нас в проблемы. Хорошо, что ты ушел из моей жизни. Хорошо, что ушел. Я не хотел, чтобы так получалось. Ирфан все уладил. Мы все уладили. Никто не причинит вам вреда, Эда. Ирфан все уладит. Все. Проваливай из нашей жизни. Я не хочу тебя больше видеть. Проваливай, не хочу видеть. Вали! Мама? Сынок? Сынок? Ты кто? Привет, Денис. Я. Никто. Давай, сынок, иди в кровать. Мама, голова болит.
Голова болит? Где болит? Вот тут. У него есть лекарство? Я разберусь, уйди, пожалуйста. Сынок, сынок! Что случилось? Он в порядке? Денис? Где врач? Что случилось? У него опухоль в мозгу. Он вдруг потерял сознание. Пройдите в комнату для осмотра. Сынок, дай мне моего сына, дай. Я же несу, не Поторопитесь, глупи. пожалуйста. Денис, ты в порядке? Ты слышишь меня? Денис, Где? Первый кабинет слева. тут? Прошу. Сейчас же сообщим врачу. Папа! Папа, нет, я тут. Ты поправишься, не беспокойся. Пожалуйста, выйди отсюда, выйди. Мама и папа пусть выйдут. Госпожа, выйдите. Пожалуйста. Мне нужно вывести вас отсюда, господин, пожалуйста. Госпожа, выйдите, пожалуйста. Такие приступы случаются? Первый раз. Первый раз. Очень трудно. Ребенок совсем маленький. Человек чувствует себя очень безнадежно. Вы смогли решить проблему? Решили частично. Нас прекратят преследовать. Я говорю про деньги. Те деньги, которые у вас забрали. Вы смогли решить? Эгимен, послушай. Эрфан найдет эти деньги. Должен найти. Тебе не понять, у тебя нет ни ребенка, ни семьи, никого, о ком бы ты беспокоился. Тебе терять нечего. Не создавай проблемы Ирфану. У него есть семья. Это? Ирфан? Что случилось? Не знаю. Не знаю, меня не впускают. Как ситуация? Сейчас все в порядке, пришел в себя. Но врач сказал, чтобы он побыл под Он наблюдением. тут, госпожа медсестра? Тут. Я могу его видеть? Конечно, прошу скорейшего выздоровления. Сынок, ты в норме? Сынок, с тобой все хорошо? Ты все еще хочешь увидеть Ирфана? Я отправил сообщение, он скоро приедет. Зачем ты пришла, Иляй? Что значит, зачем я пришла, Эгимен? Я пришла увидеть Ирфана. На что ты надеешься? Я про это спрашиваю. Что будет, когда ты увидишь Ирфана? Я ни на что не надеюсь. В отличие от тебя, я правда хочу ему помочь. Да, может, мы плохо расстались.
Но я все еще хочу добра для него. Ты врешь сама себе. Да ладно. Примирись с собой. Я примирился. Очень горько получается. Ты можешь врать всем. Но врать самой себе самое худшее чувство. У меня только одна проблема, Эгимен. И это сначала спасти Ирфана от тебя, а потом от Сулеймана. Ясно? Это все. Когда ты окажешься с Ирфаном лицом к лицу, ты поймешь, что очень соскучилась по нему, что много лет обманывала себя. Что случилось? Давай, иди. Смотри, он стоит там. Скажи, что хочешь помочь. Папа, Сынок, знаешь, было совсем не больно, когда делали укол. мой дорогой сынок, ты очень смелый мальчик, правда. Это семейная картина ложь. Что это такое? Не знаю. Нас выгоняют из дома. Что? Говорят, освободите квартиру в течение 10 дней. Бессовестные. Денис родился в этом доме, вырос в этом доме. Теперь у нас даже дома нет. У нас все утекает из рук, и мы ничего не можем сделать. Дальше чья очередь, Денис? Да. Не вздумай. Не смей произносить это. Даже не думай об этом, прошу. Мы будем надеяться на лучшее. У вас что, совсем нет мозгов? А если бы полиция получила эти записи с камер? Почему вы мне не сказали, что его убили на парковке? Этот тип создаст нам проблемы. Он сделает так, что вся полиция будет у нас на хвосте. Нет, если посмотреть на характер этого типа, он такой спокойный. Никто бы не подумал, что он сможет войти внутрь. Мы подумали, что он обычная мышь, но как только стал переживать за сына, стал львом. Мне представить к нему кого-нибудь?
Я сделаю это быстро. Стой. Он сказал, что заплатит деньги. Это невозможно, но пускай попытается. Если не получится, то мы знаем, что сделаем с ним. Пускай Хакан не знает про это. Он и так не сдержанный, пускай не наделает дел. Он таким получился. Сын ведь все-таки. Выбросишь, не выбросится, продашь, не продастся. Рана внутри человека. Папа! Сынок, что случилось? Почему ты встал? Было темно, я упал. Что случилось? Что-то с тобой произошло? Нет. Ты что, видел страшный сон? Иди ко мне. Иди, сынок. Ах, мой родной. Все позади. А что бывает, когда умираешь? С чего вдруг ты спрашиваешь, сынок? Мама сказала по телефону. Я знаю, что я умру. Послушай, сынок. Послушай, с тобой ничего не произойдет. Тебе всего лишь нужно пройти операцию. После операции все пройдет. Даже твоя головная боль пройдет, не переживай. А когда я пойду в школу? После операции. Ты еще погоди. Погоди. Я научу тебя кататься на велосипеде. Мы вместе поедем в лагерь, иди сюда. Так что погоди еще, погоди. У тебя впереди еще и универ. Ты выпустишься и подбросишь магистерскую шапочку в воздух. Я буду гордиться тобой. Когда ты пойдешь служить в армию, твоя мама будет скучать. Будет плакать тебе вслед. Ты еще погоди. Ты еще в первый раз влюбишься. Полюбишь девушек, а потом женишься. У тебя родятся дети. А потом ты будешь рассказывать сказки своим детям. Ты будешь рассказывать им самые лучшие сказки в мире. Ты будешь рассказывать им сказки с хорошим концом. Ты сильно будешь любить. И будешь любимым. И никогда не будешь впадать в отчаяние, сынок. Ты погоди еще. У тебя впереди еще длинный путь. Прекрасные дни. У тебя впереди счастливая жизнь, сынок. Не стоит идти. Я в порядке. А что со Сгюром? Он не пришел навестить тебя? Все кончено. Как и должно было быть. Хорошо. Я хочу пойти домой и немного отдохнуть. Со следующей недели я работаю. Нихир, у тебя не получится работать со Сгюром. Забудь. Иди домой и отдохни как следует. А потом напиши заявление. Я помогу тебе некоторое время. Мне не нужна твоя помощь. Нихир, когда мы стали такими? Я твоя сестра, дай мне помочь тебе. Ты только сейчас вспомнила, что я твоя сестра. Я уже выросла. Сама справлюсь. Нихир, это ты сейчас ведешь себя как ребенок. Ты вернулась с того света, значит, что не сможешь справиться совсем сама. К тому же это ты не хочешь со мной видеться. Потому что мне плохо от тебя. Ты занимайся своими проблемами. Берегись, чтобы твой любовник-мафиози не создал тебе проблемы. А мне и так вполне хорошо. Он дал срок неделю.
Если мы не убедим его в том, что сможем вернуть ему деньги, он и сыном пожертвует. Что мы сделаем за неделю? Мы попросим у людей деньги для инвестиций. Попрошайничать? Ты что, веришь, что дадут деньги? Я верю в запал людей, брат. Ты мне вот на что ответь. Хочешь ли ты легко заработать денег? Так вот, Чарльз Понзи обманул людей этим вопросом. И тысячи людей, которые были его последователями, годами обманывали миллионы людей этим вопросом. Финансовая пирамида продает людям мечту, друзья. Мечту, в которой ставишь одно, а получаешь 100. Профессор, разве и правда так легко обмануть людей? Послушай. Друзья, если я сейчас вам скажу, что я начал дело, и это дело приносит хорошую прибыль, и теперь большие шишки не будут зарабатывать деньги, мы все будем делиться. Но взамен этого, сейчас вы мне дадите по 1000 лир, чтобы начать работу. Обещаю, я каждый месяц буду давать процент за ваши 1000 лир, равный 100 лирам. Вы дадите мне эти деньги? Дадим, Конечно же, профессор, дадим, как не профессор. дать? Ну вот, смотрите, со 100 человек я взял по 1000 лир. Сколько получилось? 100 тысяч лир. 100 тысяч лир. Отлично. В конце первого месяца обязан ли я давать вам проценты? Да. Что я заплачу? 100 людям по 100 лир. Сколько процентов? 10 тысяч лир. Я плачу 10 тысяч лир. Супер. 100 людям я выплатил 100 лир по процентам. 10 тысяч. Сколько осталось в моем кармане? 90 тысяч лир. У меня в кармане 90 тысяч лир. Я оплатил вам процент? Оплатили. Мерт только что промолчал. Вы обратили внимание? Мерт пришел и спросил вас. Что случилось? Деньги ушли, не так ли? Вы получили свой процент? Получили процент? Получили. Громче. Получили. Вы получили деньги, положили в карман и пошли развлекаться. Веселье, такое веселье. Мерт это увидел. С Мертом вместе промолчавшие в прошлом месяце 299 друзей, например. Что получается? 300 умножить на 1000 лир? Что получается? 300 тысяч. 300 тысяч лир. Не так ли? Сколько у меня теперь денег? 390 тысяч лир появилось у меня в кармане. И это еще начало второго месяца. Мы подошли к концу второго месяца. Сколько сотен человек в системе? 400. 400 людям я выплачу проценты по 100 лир. Сейчас же посчитаем тут. Если заплачу 400 людям проценты по 100 лир, сколько? 40 тысяч. Сколько у меня осталось денег? 350 тысяч. В конце второго месяца у меня в кармане 350 тысяч лир, друзья. Я выдал вам проценты за 2 месяца, выдал. Вы развлекаетесь все вместе, и Мерт к вам присоединяется. Вместе с 300 людьми вы большая семья из 400 человек, друзья. Теперь, на самой вершине я. Я создал систему. Эти 4 человека внизу, первые 100 присоединившихся, ясно? Мерт, это ты. Добро пожаловать в систему. А это другие, 299 друзей. Вы вступили, вы большая семья, и вы зарабатываете деньги. Люди говорят, друзья, все говорят друг другу. Каждый, кто видит и слышит вас, присоединяется к системе в нижний ряд. И получается огромная пирамида. Так работает система. Профессор, то есть так получается, вы берете деньги новоприбывших и выдаете старым в качестве процентов? Именно так. Получается, воронка и система продолжает работать без остановки. Верно, верно. Мы сможем найти такого идиота, правда? Именно в этом и вопрос. Разве столько людей могут быть идиотами? Люди смотрят. Столько людей присоединились к системе. Все крутится, деньги они вложили сюда, и они говорят. Столько людей ведь не могут быть идиотами. Послушайте. В последний раз в финансовой пирамиде один из людей отложил голубое яйцо. Со 140 тысяч людей он собрал более 1 миллиона лир, друзья. Неплохо, профессор. Да. И ни один из этих людей не был идиотом. Они все просто хотели заработать больше. Они вступили в систему, прекрасно зная, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке. За всю человеческую историю всегда были люди, которые хотели заработать легкие деньги. И потом тоже будут миллионы людей. Профессор, давайте мы тоже создадим, я напрасно учусь. Хорошо, конечно. Но как экономика, не проводящая обучение, обречена на провал, Мерт.
Так и то, что мы называем финансовой пирамидой схемой Понзи, тоже однажды лопается. Направь свой прекрасный ум не на то, как легко заработать деньги, а на создание производства, Мерт. Друзья, важно не зарабатывать деньги при помощи денег. Важно работать и производить честным трудом. Что скажешь? Я правда живу как ангел. Ты реально говоришь про финансовую пирамиду? Ладно. Давай сделаем это дело. Если потонем, то потонем. Мы и так на самом дне. Нам нечего терять, по крайней мере мне. На этот раз не будем сбегать, говори, что делаем. Ты можешь найти 100 человек за одну неделю, которые хотят вложить 1, а забрать 5? 5000 человек найду. Послушай, давай договоримся. Мы не ищем бедных, которые хотят стать богатыми, ясно? Мы ищем ненасытных, кто хочет приумножить свои деньги. Дело меняется. Богатых много, но я не знаю, вступят ли они в эту систему. Бедняков убедить легко, но богачи хитрые. Что будет, если мы не найдем богатых? Тогда мы потеряем последнюю возможность. Нам нужно рассказать им убедительную сказку. Как только они почуют запах денег, они вступят, верно? Прошу, Игомен Колледж, добро пожаловать в Панаму. Что это? Добывающая компания, которую мы купим. Айда? Госпожа Эляй, я вас ждала. Я ухожу. Хочу попрощаться с вами. Что это значит? Почему ты увольняешься? Пришли новости с родины? Я работаю ради своих детей. Если меня выгонят за границу, как я буду о них заботиться? Ладно, но... Айда, я сказала что-то, что-то тебя обидело? Госпожа Эляй, вы очень хорошие. Разве можно так, как будто убегаешь? Не надо! Только этого не хватало. Опять Сулейман. Ах, Сулейман. Алло. Сулейман, случилось кое-что очень странное. Айда только что ушла. Ты встретился с ней, когда уходил. Ты мог что-то ей сказать обидное? Аллах, Аллах, почему эта женщина ушла? Подожди, наверное, она что-то забыла. Вешай трубку. Поговорим немного, госпожа Эляй. Садись. Слушаю. Ты не приготовишь кофе? Конечно. Твоя помощница сбежала, а ты такие вещи не умеешь делать. Я найду себе новую помощницу, не беспокойтесь. Я вас слушаю. На похороны моего отца пришло 10 000 человек. От самого высокопоставленного до самого нищего. Даже если не из-за любви, то из уважения. Но там в тот день не было молодых женщин, которым отец скармливал деньги, которые развлекались с ним. Одна женщина. И это была его жена. Только она плакала по нему. То есть, я говорю, что у нас обычай такой. Понимаешь? На похоронах Сулеймана будет только одна женщина.
И это я. Хорошо. Подумайте об этом, когда он умрет. Будете по нему плакать или будете держать траур? Я предпочитаю быть с ним рядом, когда он жив. Госпожа Кудрет, я понимаю, зачем вы пришли сюда. Я знаю. Вы хотите, чтобы я ушла из жизни Сулеймана, но сначала вам нужно спросить об этом у него. Посмотрим, хочет ли Сулейман, чтобы я ушла из его жизни. Я думаю, вы недостаточно знаете своего мужа. Сулеймана? Я достаточно его знаю. И тебя тоже. Ты не молода. Однажды ты тоже завянешь, постареешь. Когда Сулейман оставит тебя и начнет играть со своими внуками, что ты будешь делать, а? Что у тебя останется? Он купит машину. Ладно, максимум он даст одну квартиру и несколько украшений. А потом ценность, которую Сулейман не уделяет, больше, чем вы предполагаете. Он тебя ценит? Что ты будешь делать? Когда состаришься, будешь проедать и пропивать ценность, которую уделяет тебе Сулейман? Прости, Господи. Послушай, я дам тебе больше, чем Сулейман. Чем ценность, которую дает тебе Сулейман. Прошу. Считай, что оплата произведена с самого начала. Забирай деньги и уходи из моего дома. Уходи. Используй свой ум, дочка. Используй свой ум, надо же. Смотри. Билет на самолет. Сулейман тебя в жизни не найдет. И за отель деньги оплачены. Ты сейчас возьмешь это все и покорно уедешь. Вот и все. Убирайся из моего дома. Убирайся. Дочка, положи это на одну чашу весов, а на другую положи Сулеймана. Тогда ты и поймешь. Ты заберешь то, что хочешь, и уйдешь от Сулеймана. И это ты не только ради своей жизни сделаешь, но и ради безопасности своих близких. Это целая добывающая компания. Как мы ее возьмем? Когда я проходил постдокторантуру, у меня был один учитель, один из партнеров этой компании. Предложил мне работу. Предложил стать финансовым консультантом, и я согласился. Сказали, ищут инвестора. Мы начали оценивать стоимость фирмы. И я заметил, что тот округляет суммы. Я сразу ушел оттуда. А потом узнал, что они показали чересчур большую цену. Набрали кучу кредитов. И все партнеры разделили между собой собранные деньги, получив выгоду. Насколько понимаешь, вы потрошили всю компанию. Компания осталась ни с чем. Но шахта так и осталась вместе с золотом. Например, если стоимость имущества 100 миллионов долларов, долги 200 миллионов долларов ЭГ. Мы возьмем эту компанию вместе с долгами и продадим этим людям в качестве выгодных инвестиций. А эти долги в размере 200 миллионов долларов. Послушай, эта фирма в Панаме. Офшорный рай. Налога нет, контроля нет. Есть только имя и электронный адрес, легальные. Шахта в Венесуэле, братец. Покупатели в Америке. Американские банки не могут конфисковать венесуэльские шахты, у них связаны руки.
Соответственно, тупик. Мы продадим этим людям шахты, которые 38 лет кишат золотом. Никто не узнает о долгах. То есть, если мы скроем нашу пирамиду за этой превосходной легальной компанией. Вот так. Что думаешь? Я правда живу как ангел. Это хитрость. Это не хитрость, это коварство. Что ты скажешь, ты в деле? Иляй? Иляй? Сулейман? Ты должен был сегодня прийти? Я забеспокоился, ты выключила телефон. Что случилось? Нет, когда она так внезапно ушла, у меня нервы расшатаны, я в недоумении. Ой, родная моя. Будто месяцами тебя не обнимал, соскучился очень. Я тоже соскучилась. Поедем к твоим. А я присмотрю дом. Какой дом, Ирфан? Ради бога, у нас разве есть деньги? К тому же я не пойду к родителям. Я подумал, тебя поддержат. Ладно. Хорошо, допустим, поехали. Ну, а что будет потом? Что потом, Ирфан? Я не знаю, как ты избавился от этих людей и что ты сделал, Ирфан. Как ты найдешь деньги? А если не найдешь, что будет По тогда? крайней мере, вы будете в безопасности. Ирфан, если с тобой что-то случится, я не смогу найти эти деньги одна. Если не оплатим операцию Денизу, что я буду делать, как я буду жить? Это единственная моя. Лишь неделя. Я все улажу. Ладно? Сынок мой. Пойдем с нами, папа. Я не могу, сынок, у меня здесь дела. Бабушка по тебе очень соскучилась. Я тоже по вам буду скучать. Мы скоро приедем, папа, не переживай. Не смей бросать нас. Нет, нет. Пока я машу рукой вслед автобусу, я знаю, что прощаюсь с тобой, сынок. Когда ты вернешься, если даже я останусь живых, то буду уже другим человеком, который не научит тебя правильным вещам и ценностям. Я буду человеком, продавшим свою душу взамен на жизнь сына.
Вы приглашены в клуб богатых. Шахта Вавилон. Профессор. Вавилон. Ирфан, сыновья Вавилона и его сподвижники. Отлично. Наворочено, все получится. Что мы скажем тем, кто спросит о смысле, профессор? Это означает дверь в Шумере, которая сыпет золото, брат. Название великолепной фирмы, которая дает большую прибыль. Да ладно, тебе посмотрим. Брат, я назвал Вавилон, чтобы мы не забыли, что у нас проблема. В конце концов, наша пирамида тоже рухнет, как и крепость Вавилон. Хотя мы сбежим в Уругвай и умрем богатыми. Ну, конечно, мы же не убиваем людей, брат. Возьмем 30 миллионов, спасем наши жизни и уедем, не забывай. Хорошо, профессор, и помечтать не даешь. Ты лучше скажи мне, придет ли завтра 150 человек? Придут. Я сообщил во все щели, в которые мог. Позвал богатых своих друзей. И тебя хорошо разрекламировал. А Сулейман придет? Ему тоже ушло приглашение. Дай бог придет. Я и тем, кого позвали, сказал, что господин Сулейман заинтересовался инвестициями в нас. Главный вопрос, поверят ли они? А если они копнут это золото? Если узнают, что золото — это лишь картошка? Такой риск, конечно же, есть, но не в ближайшем будущем. Брат, до тех пор, пока мы каждый месяц будем исправно считать и переводить прибыль, никто ничего не заподозрит. Главный вопрос — найти завтра человека, который первым вложит деньги. Если мы найдем его, то можем быть спокойны. Но если никто не появится, тогда нам нужно будет искать место, куда спрятаться. Все будет кончено. Ладно, такого и не будет. Как? Красиво получилось? Хорошо же? Срок, который дал Сулейман, истекает завтра. Однажды мы спаслись, но если в этот раз не удастся, то помоги, Эляй. Хватит уже, Егимен, замолчи. Я не для себя прошу. Я прошу для Ирфана, помоги, Эляй. Мне-то что до Ирфана? Мне-то что, Егимен? Он женился, столько лет прошло уже. Хватит, что я пережила за столько лет? Он хоть раз позвонил, спросил, переживал? Хватит, меня не интересуешь ни ты, ни Ирфан. Уходите из моей жизни. Уходите из моего дома. Я позвоню Сулейману, уходи. И мой сын. Главное в мире отчаяния — это страх потерять своего ребенка. Это то, о чем ты молишься Аллаху, чтобы он не дал пережить это твоим врагам, этот страх и боль. После того, как человек столкнется с этим страхом, сделает все. И теперь я после стольких сложных испытаний иду на самые сложные испытания в жизни. Всю жизнь я держался подальше, сбегал, ненавидел и презирал. Я делаю шаг в мир, в котором полно лжи, лицемерия, жадности и плохого. Брат, время настало, там всего 3 человека. Я теперь шагаю в темноту. Черт побери, никто не пришел. Что будем делать? План не сработал. Нам нужно идти, давай сбежим. Ирфан, пошли. Возьми же это, пошли. Стой, стой.
Я до жути испугался. Брат, я не смогу. Брат, я не могу провести презентацию, ты проведи. У меня плохо с давлением. Не глупи, как я могу провести? Брат, все здесь готовы, ты сможешь. Я не смогу врать. Нет никакого вранья, все законно. Брат, что тут законного? Мы делаем самое незаконное. Брат, мы будем собирать деньги у народа. Мы даже не называем им размер уставного капитала. Нет, брат, я не могу столько врать, это невозможно. Не поздно ли? Не получится. Не получится. Мы, наверное, тоже не родились лжецами. И соврешь, и сыграешь. Если понадобится, еще и не то сделаешь. Я говорю тебе, что не смогу. Я никогда не врал, глядя людям в глаза. Все когда-то бывает в первый раз. Послушай, Ирфан. После того, как ты впервые солжешь, и люди тебе поверят, ты и сам в это поверишь. Как же я могу соврать? Прошу, Гавин, прошу. Или сделаем это сейчас, или нет другого пути. Давай сделаем это. А потом ты подумаешь, что делать с сыном. Соберись. Умойся, иди в туалет и сделай что-нибудь. А я соберу людей. Соберись. Еще раз добро пожаловать. Наше собрание сейчас начнется. Пожалуйста, прошу. Добро пожаловать. Поздравляю. Добро пожаловать. Большое спасибо. Добро пожаловать. Здравствуйте, как вы? Вы как? Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, как вы? Вы в порядке? Я в норме. Тут рядом есть туалет? Есть, вот тут. Пойдем. Вам немного лучше? Я в норме. Мы все время встречаемся в странных местах. Да. Это тканевый носовой платок? Да. Думала, что они исчезли с лица Земли вместе с динозаврами, но... Меня можно считать динозавром. Мой род исчез, остался только я. Господин Ирфан, кто вы на самом деле? Вы предстаете передо мной как профессор, ведете урок, потом в робе рабочего говорите, что речь идет о жизни и смерти. А теперь вы в костюме бизнесмена. Кто вы? Я инвестиционный консультант, международный. И еще глава совета директоров добывающей компании «Вавилон». И очень плохой лгун. С чего вы взяли, что я лгун? Большое спасибо за помощь. Мне надо немного посмотреть на презентацию. Господин Ирфан, помните, вы говорили, что уверенность в себе – самая привлекательная вещь? Даже если это не так, ведите себя именно так.
Добро пожаловать. Добро пожаловать. Сегодня я хочу сказать вам о большой инвестиционной возможности. Недвижимость, валюта, биржа. Вы готовы бросить вызов всем этим инвестиционным возможностям? И что за инвестиционная возможность? Я говорю о добыче. Да, добывающий сектор предлагает очень сильные возможности инвесторам, которые умеют ими пользоваться. И благодаря высоким технологиям понижает риски до минимума. Один из самых больших золотых резервов в мире был обнаружен в Венесуэле. Но политическая атмосфера страны для международных золотодобывающих компаний самая большая преграда для работы на рынке. Но это дало нам шанс, который ждали много лет. Мы приобрели добывающую компанию, работающую начиная с 1982 года. Как добывающая компания «Вавилон», мы купили право выработки по меньшей мере 5 тонн золота в год. И хотим сделать вас партнерами по добыче этого золота. Ирфан. Ирфан. Соберись давай, соберись потихоньку. Извините. Прошу прощения. Ирфан, что ты делаешь? Зачем вы сегодня пришли сюда? Почему вы здесь? Ответ ясен, не так ли? Ради еще больших денег. Расчет на лицо. Вы тоже крутитесь, как и миллионы остальных. Верно? Это так. У вас наверняка есть дом, хороший или плохой. Есть машина, кредит за обучение детей, машина жены, наверняка. И каждый год вы несколько недель проводите в отпуске. И еще, конечно, чтобы не мучиться при болезни, для каждого медицинская страховка. Это жизнь. Не так ли? Но вы видите, разве некоторые такие же? Нет. В какие машины они садятся? В шикарные. Их за руку держат такие женщины, просто блеск. Пускай дамы не обижаются, извините. Как будто мужчины очень харизматичные, и женщины поэтому с ними вместе. В каких домах они живут, какую жизнь проживают, яхты, самолеты отдельные. Средняя дочь отдельно, младшая дочь все. Например, вы едете куда-то в отпуск, не так ли? Допустим, каждый год. Вы поехали в отпуск на Мальдивы на неделю. Мужчина прилетает на остров, на который вы поехали на личном самолете. Например, вы отказываете себе во всем, идете в ресторан, будете ужинать. Какой-то мужчина приходит и одним движением унижает вас. Люди, которых вы бы даже не посчитали людьми, бьют вас своими деньгами. Что будет, если вы хоть раз упадете? Вы пропадете. Но эти люди не пропадают. Почему? У этих людей есть компании. У этих людей есть миллиарды в швейцарских банках. Они не закончатся, даже если скажут, что закончились. Что будет, если хоть раз упадете? По этой причине вы здесь. Чтобы не падать. Вы здесь, чтобы быть такими же, как те люди. Хорошо, тогда скажите мне, как эти люди заработали столько денег? Богато от своих родителей. У каждого был дед в Египте, оттуда и осталось все это богатство, не так ли? Я вам скажу. Эти люди хотят эти деньги больше вас. Их нюх, как у охотничьей собаки, они чуют запах денег. И еще у них есть смелость, чтобы их забрать. У вас есть такая смелость? У вас есть смелость, чтобы забрать то, что вы хотите? Есть! Есть? Есть! Есть? А вы хотите сейчас столько же денег, сколько и у них? Вы чувствуете запах денег? Вы чувствуете запах денег? Браво!
Сегодня последний день вашей прежней жизни. Впереди у вас новая дорога. Слушаю, Бишра. Госпожа Кудрет. Она не уехала, билеты сгорели. Тогда я ни в чем не виновата. Хорошо? Раз она не понимает ни слов, ни денег, значит, пришло время объяснить по-другому. Ты заканчивай свои дела и приезжай сюда, потому что у нас с тобой есть дело. Я говорю о золотодобывающей фирме, годовой объем добычи которой гарантирован на 5 тонн золота. Есть 7 шахт. Мы попросили оценить данную фирму, независимую фирму в Канаде. А счеты оказались намного лучше, чем мы ожидали. Те драгоценные камни, которые мы добудем в этих шахтах, мы будем использовать в Бразилии и выведем на рынок. А теперь важное, раскройте свои ноздри и почувствуйте запах денег. Если сегодня вы войдете в эту систему, то будете владеть этим золотом. И на вложенные деньги вы будете получать ежемесячную прибыль в размере 10%. Если вы останетесь в этой системе на протяжении года, то станете частью этой системы. А сейчас скажите мне, кто из вас хочет часть этого золота? Ни в одной системе за короткий срок вы не сможете заработать столько денег. Ну что, у кого хватит смелости взять то, что он хочет? Я позвоню Сулейману, уходи! Хорошо. Я уйду. И ты потеряешь свой последний шанс. Ты этого хочешь? Обе наши жизни катятся в пропасть. Тебе 35 лет, и от одиночества опустилась до Сулеймана. Кто такой Сулейман? Кто это? Мы заслуживаем жизнь лучше, чем это, Иляй. Эгимен, проваливай. Ты каждый день думаешь об Ирфане. Я знаю, что вы оба страдаете, я же не слепой. Ты видишься со мной столько лет, чтобы получать новости об Ирфане. Я вижусь с тобой только потому, что я дура. Потому что я дура! Проваливай из моего дома! Эгимен, уходи! Хватит! Хорошо. Если ты все еще не хранишь приглашение на свадьбу, то я сейчас же уйду. Ты хранишь. Я хорошо знаю вас обоих. Ирфан никогда не был влюблен в Эду, если бы не Денис. Этот брак лишь глупое утешение после тебя. Годами он ни разу не вспомнил себя. Он все еще зол на тебя. Потому что все еще любит тебя. Я его знаю, и я уверен в этом, Иляй. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя, потому что ты играешь моими чувствами, чтобы спасти свою шкуру. Иляй. Я хочу последний шанс для нас двоих. Это не ты придумала. Мы ничего этого не планировали. Признаешь ты или нет, в жизни есть такое понятие, как судьба. Судьба свела нас всех вместе. Потому что еще ничего не закончилось. У нас есть последний шанс на счастье. Разве ты не видишь этого, Иляй?
Кто чувствует запах денег? Кто со мной? Я.